Досрочная сдача единого государственного экзамена в Башкортостане в этом году отменена. ЕГЭ проводится только для поступающих в вузы с 31 мая по 2 июля. Обсудим эти и другие изменения прямо сейчас в программе «Интервью» в эфире главного телеканала Республики. Сегодня вместе с нами министр образования и науки Республики Башкортостан Айбулат Хажин. Айбулат Вакилович, здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо большое, что вы нашли время в вашем плотном графике для того, чтобы рассказать обо всех подробностях. Итак, ждем, с чем они связаны. В этом году есть ряд изменений в проведении государственной итоговой аттестации для выпускников 11 классов. Первое, как вы уже сказали, досрочного этапа не будет. Он у нас обычно проходил в конце марта и в апреле месяце. Сроки уже обозначены. С 31 мая у нас начинается основной этап ЕГЭ. В этом году ЕГЭ сдают только ребятишки, которые планируют поступать в высшее учебное заведение. Для всех остальных детей, у которых в планах нет поступления в вузы, для них предусмотрен государственный выпускной экзамен. Он начинается у нас 24 мая, то есть за неделю до начала основного этапа ЕГЭ. Кроме того, надо отметить, что ребята, которые планируют поступать в вузы, в этом году обязательный экзамен сдают только один, это русский язык. Все остальные предметы по выбору. Математика профильного уровня, химия, физика и так далее. Все предметы, которые у нас предусмотрены циклом. Для выпускников 11 класса, которые планируют поступать в колледже, в техникумы, просто получить аттестат, у них будет два экзамена. Русский язык и математика, сравнить, скажем так, с математикой базового уровня прошлых лет. Два экзамена, по сути, дают право уже на получение аттестата и завершение обучения в средней школе. Есть еще один момент, о котором нельзя не упомянуть. В этом году у нас появляется так называемый компьютерный ЕГЭ. По информатике и информационно-коммуникационным технологиям сдавать его в этом году будут ребятишки не на бумажных носителях, а на компьютерах. Это достаточно большое количество детей. Если мне память не изменяет, 3724 ребенка выбрали в этом году информатику. Компьютеры все у нас есть, мы проверили их техническую готовность. В апреле месяце мы проведем еще раз апробацию, тестирование системы, чтобы наши организаторы были готовы, дети были готовы к прохождению ЕГЭ на компьютерах. Уверен, что все наши ребята хорошо готовятся к прохождению экзаменационной кампании. Уверен, получат хорошие результаты. С конца марта начинаются онлайн-консультации. Что они будут в себя включать и какие знания там можно получить? По всем абсолютно предметам, по всем 14 предметам, которым сдают ЕГЭ, в том числе даже и ГВМ мы тоже подключили. С 30 марта начинается, как и в прошлом году, если помните, для выпускников 11 классов мы проводили и в этом году проводим онлайн-консультации. Кто проводит? Это преподаватели, учителя, педагоги, которые на протяжении последних лет готовили либо высокобальников, либо 100-бальников. То есть это уже у людей достаточно хороший, серьезный профессиональный опыт. Это председатели и члены предметных комиссий, то бишь люди, которые проверяют сами задания. Разбирать будем не только самые сложные задания, которые встречаются в контрольно-измерительных материалах, но в том числе и типичные ошибки, которые допускают наши дети в предыдущие годы. Я уверен, что вот такой формат общения наших детей предметно уже с учителями позволит ребятишкам где-то дополнить свои знания, компетенции, а где-то наверстать и получить новые знания. Айбулат Вакилович, как вы оцениваете сдачу ЕГЭ по итогам 2020 года? Прошлый год, несмотря на ковидную ситуацию, несмотря на то, что мы всю четвертую четверть учились на дистанте, дети наши достаточно успешно выступили. По 6 предметам мы превысили свои показатели прошлогодние, то есть 2019 года, а по 8 предметам мы были выше среднероссийских показателей. Я уверен, что и в этом году у нас есть хороший потенциал, есть хороший задел. По крайней мере, пробные ЕГЭ, которые сейчас у нас проходят в республике, это не все, правда, школьники, здесь уже дело добровольное каждого обучающегося, но, по крайней мере, результаты, которые я вижу, просматриваю, показывают, что в целом дети неплохо подготовились. Поощрение преподавателей, которые готовят 100-бальников, какие условия здесь? Во-первых, чтобы ребенок сдал ЕГЭ на 100 баллов. В этом случае у педагога будет выделена премия главы республики в размере 50 тысяч рублей. В этом году 106 учителей
те учителя, которые подготовили вот наши 127 100-бальных работ, они получили премию в размере 50 тысяч. Ну, вообще это мотивирует? Уж какую картину вы видите? Ну, конечно, мотивирует. Это же фактически вознаграждение за долголетний труд. ЕГЭ на 100 баллов написать ребенок может только в случае, если он готовится к нему долгий период. Ну, как минимум 10-11 класс. И учитель, это его заслуга, в том числе это его заслуга, то, что он работал на протяжении лет не только с этим учеником, в целом с классом, да, который выходит на ЕГЭ, и совместным трудом они достигли такого высокого результата 100-бального. Булат Акилович, пандемия коронавируса у нас еще не закончена. Официально масочный режим сохраняется. Да. Также это влияет и на все сферы жизни. Да? На оперативном совещании в правительстве, которое провел глава Башкортостана Ради Хабиров, озвучены некоторые изменения. Они касаются и возможного введения суббот. Да? Вот какие планы здесь рассматриваются у нас? И в четвертой четверти учебного года что можно еще ждать? Ну, сегодня мы уже получили, да, в школах получили поручение главы республики продумать, каким образом мы все-таки усилим работу в направлении подготовки наших детей, выпускников 9-11 классов для прохождения государственной итоговой аттестации. Как вы знаете, у нас уже 3-й год работает такой формат, как тематические субботы. По субботам как раз у нас проходили и онлайн-консультации, и запланированы в этом году онлайн-консультации. Но я уверен, что мы сейчас с педагогическим сообществом, с учителями, с завучами, с директорами школ обсудим этот вопрос. И в течение буквально недели-двух мы внесем уже предложение на рассмотрение главе республики. И еще один вопрос по школьному питанию. Тема будоражит и родителей, и правительство Башкортостана, и главу республики мы это видим, и в том числе по средствам массовой информации. Что на сегодня происходит, какие меры принимаются? Мы понимаем, что все мы стремимся к тому, чтобы претензий было очень мало. Вообще идеально, конечно, чтобы претензий вообще не было, чтобы дети все были и родители были довольны той пищей, которая готовится в наших столовых, пищеблоках. На сегодняшний день что уже сделано? Мы пересматриваем бракеражные комиссии, в состав которых включаются именно активные родители, те люди, которые заинтересованы в первую очередь в том, чтобы дети получали качественное здоровое питание. Второе. Сейчас уже в недрах правительства разрабатывается стандарт организации горячего школьного питания, и он согласовывается с всеми соответствующими ведомствами. Будет представлен этот уже стандарт после утверждения всем абсолютно руководителям образовательных организаций. Мы усиливаем в том числе контроль со стороны не только Министерства торговли, как вы знаете, у них есть управление социального питания, но в том числе мы подключили наших коллег из Оборнадзора. Они заполняют чек-листы по итогам каждой проверки образовательной организации. Мы активно работаем и в наших социальных сетях, то есть любая жалоба, которая поступает, моментально рассматривается совместно с нашими коллегами и из управления отделов образования, и руководителями образовательных организаций. Но и в тот же момент надо понимать, что плавающие перемены, которые у нас существовали с 1 сентября, и заполняемость, 50% заполняемость пищеблоков, она усиливала, конечно, нагрузку на наших поваров, на работников пищеблоков. С сегодняшнего дня по указу главы республики мы вернулись к стандартному формату обучения, то есть если уроки начинаются в 8 утра, то они для всех абсолютно учеников первой смены. И в тот же момент, буквально, я думаю, на днях выйдет в том числе изменение в указ 111, указ главы республики, в части заполняемости наших столовых мощностью до 85%. Все это снизит нагрузку на наших поваров, тем самым повысит качество приготовления пищи. И самое главное, все-таки пища была не только здоровой, но в том числе и горячей. Ну и эти изменения, вероятно, вступят уже в новом учебном году? Или гораздо раньше? Нет, они уже сейчас начали включаться. Мы еще с сентября запускали совместно с Министерством цифрового развития возможность в электронном дневнике для родителей какие-то пожелания, замечания, рекомендации, жалобы оставлять. Мы работаем с каждой абсолютно жалобой, которая поступает. Сейчас дорабатывается в том числе и ресурс через мобильное приложение, чтобы у каждого родителя, у каждого ребенка была возможность через девайсы, гаджеты оставлять свои пожелания, а не искать где-то на иных ресурсах. Это очень удобно. Ну, я только добавлю, что открытость власти – это всегда большой шаг для решения проблемы. Все верно. Спасибо большое, Булат Акилович, что сегодня пришли к нам на интервью.
Спасибо. Гостем программы «Интервью» в эфире главного телеканала Республики был министр образования и науки Республики Башкортостан Айбулат Хажный. Мы говорили об изменениях, связанных с ЕГЭ, а также о том, как живут и что самое главное происходит в школах. Не переключайтесь, оставайтесь на БСТ.